Вот, внимание. Сначала очень важно, чтобы у человека понимание это появилось, формировалось, зачем так должно быть. Тут надо начинать с этого. Давай несколько, да? Несколько. Это хорошие результаты, согласны? Это очень хорошие результаты. Сначала нам надо с вами научиться как 2 раза больше зарабатывать. Всего лишь 2 раза. Чтобы у вас доход был больше. И самое важное, научиться создавать капитал. Когда человек научится создать капитал, а все остальное потихонечку станет возможным. Так? Кто из вас хочет 2 раза больше зарабатывать до конца года? Отлично, очень хорошо. А кто хочет, чтобы построить такой денежный поток, как я показал? Не, а кто с такой, скажем так, у кого есть такое намерение и решение, мне надо любым путем это научиться сделать. Вот, это очень важно. Что вот пришел сюда, чтобы как-то видеть, вдруг это мне поможет это строить. Вот она. Их очень много, этих ребят, которые эти вещи сделали. Вот. Я вернусь к этому еще попозже. Вернусь к этому. Вернуться сюда. Спасибо. Внимание обратите. До сегодняшнего дня я не встретил человека, который практиковал мою систему, и у него нет результатов. Не встретил. Но с моих слушателей делятся на 3 категории. Почти 85% из них делают. Где-то в районе 10% из них не делают. Не могу понять почему. Они откладывают это на потом, но не делают. А когда человек не делает? Просто не понял. Вот кто из вас понимает, что спортом заниматься полезно? Поднимите, кто понимает это? Выше поднимите один раз. Вы это знаете или это понимаете? Да? Кто точно понимает? Давайте по-честному. Кто из вас постоянно беспрерывно, регулярно занимается спортом, как вы постоянно кушаете? Давайте по-честному. Видите, вы просто знаете об этом. А вот те, кто руку поднимает, понимают об этом. Кто понял? Знать совсем другое, понимать совсем другое. Человек не может делать то, что он не понимает. За 50 чем-то лет, и он мне говорит: да, Влад, мне так нравится, как вы вообще, вот ваша философия, ваше мировоззрение, вообще меня так вообще по душе воспитывает. А вот расскажите мне, пожалуйста, как быть мне? Я так хочу бросать курить, не получается. Я сказал: вы действительно это хотите? Он сказал: да, я реально хочу бросать курить. Я сказал: знаете, если я скажу правду, вы не обидитесь? Он сказал: конечно, нет. Я сказал: если вы вот чуть-чуть станете умнее, сразу бросьте курить. Чуть-чуть. И он сказал: наставник, подожди, он так сказал: наставник, подождите, я за 22 года вот чуть-чуть умнее не стал, что ли? Я сказал: похоже, нет. Потому что человек всегда делает то, что он понял. Внимание! Когда человек говорит вам, что да, это понятно, я это знаю, а это ничего не значит. Значит, он не понимает этого. Возможно, он знает, но он не понимает об этом. Вы сейчас меня слышите, и вам кажется, что все вам понятно. Да, вам кажется, что все понятно. Вот завтра, через месяц, через год будет видно, ты что, не понял или нет. Это потом будет видно. Потому что если ты понял, делаешь. Если ты не понял, не можешь делать. Правую руку поднимаем, повторим за мной. Граница достижения человека определяется уровнем его понимания. Наши поступки никогда не бывают умнее, чем наши мысли. Наши мысли никогда не бывают умнее, чем наше понимание. Человек поступает так, как он понял. Если он нам говорит, это понятно, ясно.
Но не может сделать, значит он не понял. Я прихожу к пониманию, что 99% людей, оказывается, не понимают. Даже читает, шариат говорит, что не вери, пойдет и врет. Потому что не понимает. Самарканда. Он говорит, я это знаю, но жизнь видит, что он по-другому живет. Поэтому понимание к вам происходит только после практики. Понимание не может появиться у вас само по себе. Это настолько важная вещь. Вот, вернемся сюда. Сохранить деньги. Надо начинать с сохранения денег. Ты в Самарканд. Надо всегда ваш мозг будет вам говорить, конечно, ты будешь сохранить, вот, ты это понимаешь, ты это знаешь. Кто-то из вас будет сидеть сейчас, да, Влад, я так знаю, что надо сохранить деньги. Да, я уверен, кто-то из вас так скажет даже. Мы с вами люди Востока, у нас есть такая привычка, знаете какая? Наши родители через это жили. Накопить, купить что-нибудь. Накопить, купить одежду, накопить, делать свадьбу детям, накопить там дочку замуж отдать, накопить, делать ремонт. Большинство из нас умеет вот это делать. Но у нас нет способности управлять грамотно ими. Хотите проверить свою финансовую грамотность? 4 показателя с вашей финансовой грамотности. Пожалуйста, запомните, пишите. Первый показатель. Из того, что вы приобрели, или из того, куда вы вложили свои заработанные деньги, что из них приносит вам доход. Повторяю. Из того, что вы приобрели, или из того, что вы вложили свои заработанные деньги, что из них приносит вам доход. Это первый показатель. Когда этот вопрос я задаю, 90% зала ноль, ничего не приносит им доход. Но они потратили свою жизнь очень много. Второе. Капитал, который у вас есть в начале года. Капитал, который у вас есть в начале года. Удается ли вам сохранить его и чуть-чуть увеличить? Это второй показатель. Во многих случаях у людей капитал, который у них есть, через год ничего не остается. То есть в начале года у тебя было 10 тысяч долларов, через год даже это 10 тысяч нету. Второй показатель. Капитал, который у вас есть в начале года, удается ли вам сохранить его через год и чуть-чуть увеличить? Третий показатель. Для своих использований. Что вы приобрели для своих использований? Насколько она подорожает год за годом? Общем ваше состояние капитализация. Она растет или стоит на одном месте, или уменьшается. Это значит капитализация. Четвертое. Насколько все то, что вы владеете, является ликвидным. Легко можно его что? Обналичивать, когда ты нуждаешься. Легко можете теперь проверять любого человека его финансовую грамотность. А если вы бизнесмен, чуть по-другому. Вопрос наполняется к вашему бизнесу. Насколько все то, что в вашем бизнесе, работает на вас? Как у вас происходит бизнес? Насколько? У вас мертвый капитал больше? Или живые деньги больше? Я вижу очень много бизнесменов, у которых очень много мертвого капитала. Они построили базы, построили офисы, построили огромные здания, которые не принесут им деньги, только изнашиваются потихонечку. За него куча налоги. Скоро в хорошем качестве видео. Недвижимости, Вот, это все обойдется им намного дороже, чем так. Потому что они не умеют управлять этими деньгами. Они эти вещи строили, потому что мечтают владеть что-то. Сильное желание, мечта владеть, низкий уровень сознания о деньгах приводит к тому, что я тоже был такой, это путь прошел. Сильное желание владеть что-то. Каждый раз приходишь, это моя база, это мой здание, это мой сарай.
скоро выйдет видео в хорошем качестве, друзья. На этом мы завершаем прямую трансляцию. Всем удачи. Это очень важный момент.